Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Участник Трудового фронта Анна Павловна Музычук вспоминает о своем детстве со слезами на глазах. Она рано потеряла отца, а в 11 лет узнала, что такое война. У мамы нас было 4, а папу забрали моего по НКВД. Мы без отца росли, 4, 4 девчонки мы были, без отца росли. По НКВД забрали, и отец мой умер там, его лесом придавило, похоронку нам пришла. И мы пострадавшие от политических репрессий были. Документы у меня есть, медаль была. А в тылу как трудились, как фронту помогали? Ой-ой-ой, и перчатки вязали, и махорку делали, сеяли, сушили, отправляли, и носки вязали. И что мы только не посылали на фронт. Все посылали на фронт. А сколько вам лет тогда было? В школе учились? А как же? Война началась в 41-м, а я с 30-го. Своего супруга Анна Павловна похоронила 42 года назад, но до сих пор с теплом вспоминает о нем. Говорит, что готова была ехать за ним хоть на край света, и поехала в Эстонию, где он проходил службу. Он 18 лет пошел на фронт. В Омске 6 месяцев проучился, учебки, и сразу поехал на фронт, в вагон. И хорошо, что с ним врач, еврей, из Омска ехал. И все время врач его держал под мышкой, никуда не пускал. Он хотел куда-то идти, в разведку, а еврей говорит: не пойдешь, ты мне как внук. Держал его еврей, врач с Омска. Хорошо, что он с евреем, а так бы пошел в разведку парень другой и погиб. И он хотел в разведку идти. Хорошо, что еврей его спас. И вот он все равно до Берлина дошел, до Берлина, ранен. Он хромал на ногу, он был офицер, старший. Утром поют солдаты, а я бегу, скорее сапожки одеваю, фактически одеваю, молоко идет. Я скорее бетон беру, молоко, бетон набираю и скорее готовлю кушать. Продукты давали на его и на меня. В послевоенные годы Анна Павловна занималась домашними делами, воспитывала сына вместе с мужем, а позднее устроилась работать на разрез Северный, где трудилась более четверти века. Меня одна женщина устроила, спасибо ей, Царство Небесное. Нужно было в отделе механика, техника по оборудованию. А она там на Северном, она там в отдел кадрах работала. И говорит: Анна Павловна, я тебя устрою. Она устроила, спасибо ей, Царство Небесное. И я устроилась в отделе главного механика. Но диплом у меня не горный, а культпросвет. Я окончила в Тарскую культпросвет школу. Диплом культпросвет. У меня 2 диплома. И устроилась я на работу. Нужно было техникум закончить. Я днем работаю, вечером учусь. Поступила на 3-й курс наш Кибаспутский. У меня 2 диплома. Елки новогодние проводила я. Общественную работу всю я проводила. Это вообще, я людей защищала. В шахткоме была старшая как-то, машинист эскаватор там навредил что-то, его хочет снять с работы, выговоры ему там. Я защищала их, И новогодние елки. Как профсоюз работали, да? И на профсоюз работала, новогодние елки проводила. Что я только не делала. Везде. Я с Чалбышевым работала, с Куржеем работала, с Аксениным работала. Все меня, Аксенин уважал, это вообще как уважал. Все работали, спасибо, уже никого нет. Компания «Богатырь-Кумир» проявляет заботу о своих ветеранах и уделяет им большое внимание. За 4 квартала за тепло перечисляют. Каждый 8 марта, День Победы, День шахтера, День пожилого человека, все мне на карточку. Где пенсия была? На карточку. Деньги. Вот 5 тысяч дали, 5 тысяч дали на День пожилого человека, кажется. И все дадут на День пожилого человека. Дадут на День Победы. В свои 95 лет Анна Павловна ведет очень активный образ жизни, занимается разведением комнатных растений, заведует хозяйственными делами дома, в котором проживает, посещает различные концерты, куда ее приглашают в качестве гостя, как труженицу тыла и вдову ветерана, проводит беседы со школьниками и делится с ними своими воспоминаниями. Это наша с тобой биография.